Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал eLife. Сегодня у нас с вами будет видео на одну позицию, разбор отношений. Он изменился, останемся ли мы вместе? Вот такая тема, когда человек вроде как с вами в отношениях какое-то время, все нормально, а потом он резко меняется, и ты не понимаешь, а что вообще в принципе с ним произошло, почему он так себя ведет. И вообще, останетесь вы вместе или не останетесь, ты не понимаешь, что с ним происходит. Такое часто бывает, я вам честно скажу, очень часто, поэтому видео именно на одну позицию, чтобы вдруг это видео вам чем-то поможет сделать некий разбор такой ситуации. И посмотрим на картах, что выйдет с этой ситуации, что они покажут. Если эта история вам не подходит, вам нужно понять, что это видео на одну позицию, и вы его как-то рандомно в YouTube выбрали. Оно может вам подходить или не подходить, но оно может вам помочь. Карты всегда показывают человеку, который на них, ну так скажем, наткнулся в жизни, да, какую-то информацию, которую он должен услышать. И как-никак это может вас научить чему-то, проиграться в вашей жизни, либо вы просто можете послушать историю. Гадать я буду на Таро Белого Божества. И сейчас мы с вами будем делать разбор этих отношений. Человек изменился, останетесь ли вы вместе? То есть вот такой вопрос мы задаем сегодня нашим картам Таро. Давайте сначала посмотрим, кто вы, о ком речь тут у нас, да, идет в раскладе. Шестерка Пентаклей. Ну, вы очень добрый человек. Добрый, отзывчивый человек, который старается всегда людям помогать, старается быть приятным человеком. У вас есть благородство внутри и чувство равновесия, то есть, что все в этой жизни должно идти по заслугам и по доброму. То есть вы не хотели бы делать людям зло, вы не хотели бы дерзить с ними, вы не хотели бы шпильки вставлять при разговоре, да? Но если у человека случилось что-то неприятное, вы все равно постараетесь как-то навести его на правильные мысли, успокоить, и сами как-то более стараетесь всегда себя настраивать на что-то лучшее. У вас есть внутренняя гармония некая и такая спокойная хозяйственность, когда человек может находить зону комфорта и некоторое время в ней пребывать. И при этом другие люди тянутся к вам. Видите, мы тут видим все-таки мужчину и собаку. А это значит, что символ некой преданности, да, на карте. И знаете, не только преданности, а даже в мыслях как бы у человека нет, что взять, наврать, там, предать, солгать где-то, подставить, там, воткнуть нож в спину. Вот у вас этого нет. Вы просто от природы как бы честный человек, благородный. И, естественно, когда вы любите кого бы то ни было, ну, так получается, что вы сохраняете верность. Длительное время можете сохранять верность. И стараетесь для человека что-то сделать. Если у него беда, помочь. Если там, он нуждается в заботе, о нем позаботиться, да, там, приготовить что-то, сделать что-то приятное. У вас есть вот это вот состояние уюта, да, внутреннего такого, что если человек есть, вы создадите уют. Видите, Иерофант показывает, что вы очень честный, благородный человек, у вас высокая душевная организация, вы можете для многих людей быть учителем, и, конечно, у вас есть вера в лучшее и вера в Бога. Карты показывают здесь очень честного, приятного человека, которому очень чуждо, когда его предают, и очень чуждо, когда его обманывают, и он может поверить чему угодно. Если человек хорошо притворяется, вы можете, ну, не думать, что он врет, вот как бы, потому что вы-то сами не будете врать, и, соответственно, ставите себя просто на место этого человека, и у вас нигде в голове-то не возникает, что вас могут предавать, обманывать, вот вроде же было все хорошо, да, и у вас даже в мыслях этого не происходит такого, чтобы кто-то вам врал, да. Дальше мы видим восьмерку Пентаклей. Вы все время, скорее всего, работаете или работаете в жизни над собой. Вообще вы трудолюбивый человек, очень такой обстоятельный, хозяйственный и
У вас есть, знаете, еще как вот практичность такая, да? Вы стараетесь любые ресурсы, что жизненные, энергетические, что денежные, распределять как-то вот так вот ровно, чтобы не было каких-то высоких скачков, да. Вас не кидает, нет, вас не кидает, вы основательный человек. У вас есть вот это осознание, что в жизни есть опора, точка опоры, понимаете? И, естественно, вот, ну, с вами можно строить отношения без проблем, на вас положиться можно. А что сказать о человеке, который здесь у нас, которого вы загадали? Кто он? Ну, он 6 кубков. Ну, это человек без завышенных лидерских качеств иногда. Он может быть довольно романтичным, или часто просто смотрит в жизни в прошлое. А вот раньше было так, а вот раньше было вот так. То есть сравнивает прошлое с сегодняшним днем. Может быть такое. Либо сейчас он в жизни просто не проявляет сильного лидерства и оглядывается назад. А как было раньше в моей жизни? Вот так. Этот человек, в принципе, знает, что такое любовь. Даже больше, чем вы, наверное, обращает внимание на романтическую сторону любви и на сексуальную сторону, но больше именно на романтику. Это сентиментальный человек. Внутри у него есть сентиментальность, даже если он ее не показывает внешне. И у него есть очень много воспоминаний, очень много. Видите, 4 мечей. Эти воспоминания могут складывать его на лопатки. Человек также по этим картам может быть довольно истощен энергетически и даже болен. Почему? Потому что он часто прикладывается, лежит. У него как будто бы не осталось энергии и не осталось запала что-то такое яркое делать, понимаете? Это очень пассивный человек. И опять же, карты намекают, что он не хочет проявлять лидерство, не хочет проявлять инициативу в жизни вообще, в принципе. Вот я здесь вижу королеву мечей, то есть человек, он суховатый такой ко всем. Он может жить по какому-то распорядку, графику в жизни, да, соблюдать распорядок дня, но в то же время у него может быть воля, конечно. Но такое ощущение, что он сейчас настроен просто на то, чтобы отворачиваться ну, от других, от близких людей, да, и как-то уединяться сам с собой. Вот так вот идет. Но карты показывают больше лежебоку такого, да, неповоротливого человека, медведеобразного, что ли. И в то же время чуть-чуть злого внутри, вот так, что как бы он миру хочет отомстить за свое прошлое, что у него не случилось, может быть, в жизни, или что он потерял. И еще я здесь вижу, может быть, на него влияет какая-то женщина, потому что вышла королева мечей. И на этого человека может негативно влиять женщина и сделать его пассивным, без энергии, ставить, ну, складывать на лопатки. Потому что здесь это видно, что как бы человек очень такой пассивный стал. Хотя он мог раньше-то быть нормальным, активным. А еще у него внутри обидки, обидки на жизнь. Вот как бы так карты выпали, что видно это. Как бы он хочет жизни отомстить, что ли. Или вот все поперек как-то жизни делать теперь. Вот так. Ну, хорошо. А получается, вот между вами-то в прошлом, как обстановка вот была, какая раньше, да? Ну, выпал дьявол. Но обстановка такая была, что совместная зависимость друг от друга была какая-то. Сексуальное влечение очень сильное. Но злые силы вмешивались изначально в эти отношения. Или злой рок. Вы знаете, тут такое может быть, что этот человек в жизни имел такие страшные потери, что вот этот злой рок просматривается. Он как бы проклят изначально, понимаете? И вот то, что у вас раньше было, карты дьявол показывают, да, что он изначально с негативом шел. Этот человек уже был с порчей, негативом, проклятием по роду. И он как бы родился такой скорее. Но дальше все усугублялось. То есть сначала он имел оптимизм на жизни, планы на будущее, да,
А потом это, видимо, усугубилось. Ну, посмотрим сейчас, смотрим дальше, прошлое сначала. Видите, 7 мечей. Плохо дело, конечно, в прошлом. И карта мир, да. В прошлом тут конкретно этот человек всегда был как будто бы как под прицелом, что ли, своих пороков. У него всегда были пороки, понимаете, всегда. А еще дьявол означает символ Козерога. Я не говорю, что он Козерог, но символ этого знака здесь четко просматривается, потому что мы здесь видим, как бы человек всегда был себе на уме, понимаете? Либо это просто знак дьявола, либо это просто знак Козерога. Но это то же самое, понимаете? Сатурнианские негативные энергии, которые владели этим человеком, они изначально им владели. Он негативно мыслил. Может быть, он изначально с пороками пришел в вашу жизнь, выпивал, например. Или изначально он пришел с родовым негативом. Может, его родители бросили. Может быть, он родился вообще неизвестно никому где, а потом его удочерили, усыновили. Да? Или он, может, воспитывался в детском доме, понимаете? Или такое чувство, что у него были очень плохие, например, родители. Или они внутри семьи ссорились, или над ним издевались. И он не мог быть честным, потому что у него судьба какая-то такая тяжелая, и он не умел никогда быть честным с людьми. Он всегда держал как бы нож за пазухой, понимаете, изначально. А карта мир показывает, что этот человек как бы как далеко переехал куда-то. Но он старался найти внутреннюю гармонию и в ваших отношениях, и вообще. И вы для него на какой-то момент жизни стали всем миром, на самом деле. Может, у вас даже брак был. Или, наметки на брак. То есть вы-то для него дорогой человек, но он сам испорченный был изначально. То есть он уже шел с этой черной энергией. Он был черный изнутри, понимаете? Вы этого не замечали, естественно. По 7 мечей тем более не замечали. Вы не знали, что он держит у вашего горла нож все это время. Вы не понимали этого. Что было потом? Рыцарь кубков тут и паж пентаклей показывают, что он очень к вам был теплый человек. У него ему не чужда романтика, это правда. Он очень был вами всегда увлечен. И предложение, скорее всего, делал, или предлагал отношения, или предложение руки и сердца было. Вы это не замечали в нем плохого именно поэтому, что он был как рыцарь кубков, обходительный человек. И так вроде как очень по-доброму старался по пажу пентаклей, как бы сделать что-то для вас такое благородное даже, понимаете? Он выглядел-то благородно изначально в этих отношениях, он выглядел хорошим. И дальше-то что было? Что вызвало проблему вообще у вас? Смерть. От смерти, видите? Проблему вызвало сначала как будто как какой-то перелом, да? Расставание, может быть. А еще женщина, несущая смерть. Мы же женщину на коне видим. Либо вы смотрите, может между вами возникло резкое расстояние. Например, человеку, тут же женщина на коне, все равно смерть, смерть. Расставание это и есть смерть. Но это физическое расставание. Может, человеку на коня пришлось сесть и уехать, а там женщина, например. Понимаете, как? Или ему пришлось куда-то уехать на время, отдалиться, съездить. Это переломный момент, это дорога была переломным моментом. Если бы не эта дорога, может быть, вообще ваши отношения так и продолжались, без всяких сбоев. А почему он изменился? Проблема-то в чем? Дорога. Идет дорога, и физическое сначала, разрыв физический, расставание. Но оно было как будто бы не то, что вы, допустим, не перезванивались, да? Сначала это просто было то, что ему надо, куда-то как. Вот так вот произошло. Хорошо, еще что там вызвало проблему? Туз кубков. Видите? Внезапные чувства. А еще вы могли ему в сердцах что-то навыговаривать. Знаете, когда ты обвиняешь у тебя почему? Смерть, да? Он далеко, допустим. Говорите, мне не хватает твоего внимания, ты плохо поступаешь, почему ты уехал? Как тебе не стыдно, что? Почему ты так далеко? Почему ты так отдалился, может быть, да?
Может, он не уезжал, а отдалился. Вот вы ему высказываете, да? Взрыв такой эмоций. Почему ты так далеко? Что это такое? Как бы претензия, может, идет. Но это в сердцах, в чувствах вы могли ему... Ваши чувства накопились внутри такие, да? А он, ну, он что? Он мог внезапно по этой карте влюбиться. Резкое чувство такое, да? Очаровала женщина смерть на коне. Вот. Да и королева мечей тут очень красноречива. Ну, что еще вызвало проблему? Девятка жезлов. Его одиночество вызвало проблему. Ему нельзя было оставаться в одиночестве, этому человеку. Одному нельзя было его оставлять одного. Нельзя оставлять одного человека, с которым вы в отношениях. Если он куда-то едет, нужно ехать за ним. Если он куда-то отдаляется, нужно сразу за ним бежать и выяснять, почему он отдаляется. Вот как... Вот, понимаете, вы сделали паузу, как будто. Ненужную здесь паузу. Не надо было делать перерыв. Он сразу был испорчен, он испорченный был изначально. Ему один повод нужен был, чтобы сорваться. Один маленький повод, и все. Он весь поменялся. Он изменился, потому что у него было с вами как будто бы физическое или как-то отдаление, расстояние и одиночество. Его нельзя было оставлять. Он сам с собой наедине чувствует себя очень негативно. Он себя начинает есть, жрать прям. Это как сильные знаки, вот Скорпион, Козерог, которые любят анализировать. Скорпионы, они внутрь себя залазят и начинают себя за все обвинять, жрать, да, сам себя ядом травит. А Козерог, он весь в сатурнианских энергиях, поэтому его символ дьявол. Может, у вас другой там знак, но у него были очень много негативных просто энергий, которые его съедали. И он сразу начал искать себе компанию, смотрит, девка на коне скачет. Она хоть и символ смерти, но она его привлекла, потому что, ого, вот кто меня утешит. Вот с кем я сейчас забуду, что у меня внутри чернота, да? Хорошо. Ну и что у нее с ним сейчас? Тройка кубков. Ну, они, видимо, выпивают вместе. Выпивают, им радостно, они вечеринки устраивают дома или где-то, в баре, может быть. У них объединение на основе развлечения. Они могут алкоголем заниматься или другими вещами какими-то. Подружки, друзья, компания, фестиваль, дискотека, бары. Радостное событие, когда ты забываешь, что у тебя внутри сидит чертик, да, что у тебя комочек внутри черненький сидит, образовался. Ты хоть и не поворотливый медведь, но пусть тебя развлекают. Ты сядешь на стул, на диван ты раздавишь, но тебя будут женщины вокруг развлекать. Или одна, но такая веселая. Хорошо. Что там дальше? Король Пентаклей. У этой женщины мужчинка есть еще один. Вот, это первое. А второе, ваш-то товарищ, наверное, серьезные начал иметь к ней намерения. Ну, например, вот на такой-то я женюсь, да, или вот у меня новая жизнь началась, кризис среднего возраста тут же прошел, и я сейчас вот с ней обязательно начну серьезные отношения. Ну, а она что? Она что? Она вообще испытывает к нему такие чувства-то? Колесо. Она фартовая женщина у нас, да? У нее серьезных чувств нет, у нее мужики есть. У нее вообще еще не законченные отношения, где-то чуть-чуть, может быть, только недавно расторгнутый брак. У нее где-то ребенок, или может с ней, но какой-то неприкаянный ребенок, скорее всего, или дети. И она готова с ним жить, а будь что будет, вот такая. Но она скандальная женщина. По рыцарю жезлов она скандальная женщина, ему весь мозг вынесет. Вот вынесет ли она ему мозг, давайте посмотрим. Да, они расстанутся, они даже не смогут быть вместе, она ему весь мозг вынесет. Понимаете? То есть, да, тут зацепка есть на женщину. Давайте с этого начнем. И да, он не сможет с ней быть. Но он зацепился на основе того, что он где-то, когда-то вами, случайно был оставлен в одного. И я не говорю, что вы виноваты. Я говорю, что он изначально был темный весь.
И от него ждать, что он будет всю жизнь верным, там, покладистым и все, невозможно, потому что он об вас тушил свои внутренние переживания, психологические травмы. Понимаете? Просто тушил вот об вас. И когда вы тушить это все перестали, он нашел другую тушилку. Но остались ли у него внутри чувства? То есть, да, у него есть там пропасть. Если мы долго вглядываемся в бездну, бездна начинает вглядываться в нас и все такое. Но у него чувства есть к вам? Однозначно. 5 жезлов. У него есть внутренний спор с вами, это правда. Но у него и чувства к вам остались. У него есть к вам чувство, вы для него родной человек. Вы для него родной человек. И будет ли он возвращаться и восстанавливать сейчас отношения? Королева Пентаклей, маг. Он, знаете, от вас ждет. Он по этим картам, он будет, когда он с ней уже расстанется или поссорится, он будет к вам проявлять инициативу. Но он и от вас ждет. Ждет, что вы его приголубите, как обычно. Ждет, что вы будете по-старому себя вести, позовете его, как бы что обнимете. Ему этого в жизни, видимо, какой-то период как не хватало, что ли. Что вы о нем позаботитесь, но вы же заботливый человек, добрый. И вот это ему не хватало, и он этого ждет. Прям ждет, когда вы снова это все сделаете, а он сразу же начнет проявлять инициативу. Будете ли вы вместе дальше? Влюбленные, конечно, будете. У него чувства не прошли, но вы будете очень ругаться. Вы будете вместе, но вы ему захотите это все сказать, то, что он наделал. А наделал он, правда, очень много нехорошего. И ему еще каяться и каяться. Будет он каяться? Будет он каяться. Солнце. Ну, он такой эгоистик, я вам скажу. Но он будет каяться, он будет извиняться. Он будет извиняться, а дама будет за ним все равно это охотиться. Она будет его обрабатывать. Она будет надеяться, она на расстоянии от вас находится. Она будет надеяться, она змей будет пускать, магичить. Но вы ее победите, просто он будет к вам идти. Он по старой, как говорится, дороге пойдет. Он будет к вам идти, восстанавливать отношения, каяться. Она его не устраивает. Он просто ждал вашего тепла. И если он его дождется, этого тепла снова, вот снова хороших отношений, конечно, он будет обратно возвращаться, а вам только думать. Вот давайте спросим, возвращать его вообще вам надо это или нет, а? Отшельник. Ну, мол, оставаться одной вы боитесь. Отшельник. Лучше уж быть, мол, в семье, в стабильности, императрица, 4 пентаклей, чем одной. Вот вы этого боитесь, одиночества. Вот и все. Думайте. Здесь все банально. Все банально. Ну, такая вот у нас одна позиция. Надеюсь, что вам чем-то помогла. Пишите ваше мнение об этом всем, ваше мнение. И я очень благодарю, если вы меня послушали до самого конца. Это редкость сейчас на Ютубе. Но если вы до этого момента дослушали, я вам очень благодарна. Всем пока и до новых встреч.